Бла-бла-бла, бла-бла-бла. Они штампуют эти видосы. Гуляем мы хорошо. Ежедневно. Праздник пены для бритья. А нафига нам философия? Этот ролик подходит ко всем праздникам. Привітайте, коханенькі родненькі, усіх з зашедшим Новим годом. Усім як мога больше здоровья, хай пощастить. Но это не новогоднее поздравление, смысл не в этом. Это, к слову, пришлось. А вообще, это первое видео в этом году. И, надеюсь, не последнее, учитывая, что я планирую канал открыть. Так что подписывайтесь. Казалось бы, с чего бы вдруг подписываться. Но на самом деле я вам могу дать как минимум один точно плюс, почему стоит подписаться. Знаете, я сам не подписываюсь на каналы, которые уж очень хороши. У меня одно из хобби — это кухня, кулинария. И я не подписываюсь на кулинарные каналы, а уж точно не ставлю колокольчик. Почему? Потому что они штампуют эти видосы ежедневно. И этот колокольчик, он просто разрывается, не останавливаясь. Так что на мой канал подписывайтесь со спокойной душой. Уверяю вас. Дай бог, чтобы мне получилось раз в 2 недели позвонить вам в колокольчик. Но тут есть же другая история. Вы не подписались, учитывая, что видео не будут вас душить ежедневно. Скорее всего, пропустите и не увидите. А это даже не вступительно, это просто к слову пришлось. Это вот по какому поводу. Знаете, просто вот подумалось, что у нас ведь начало года такое нагруженное всегда. Даже если не поминать католическую, то у нас Новый год, Рождество, там праздник пены для бритья, ну а за ним праздник цветов, а там и пошло, и поехало. В общем, гуляем мы хорошо в начале года. Я просто хотел успеть сняться около елочки. В этом году она у меня такая пушистая, красивая, очень лаконичная, поэтому наряжали. Она натуральная. И я как раз хотел затронуть вот этот вопрос с этими чеканутыми разными тутбергами, которые гоняются за народом, кричат: покупай синтетику там, и тому подобную ахинею. Так вот, господа, не делайте этой глупости. Не надо покупать синтетических елок и не надо покупать пластмассовых цветов. Все это слишком дорого обходится природе. Но я хотел обратить ваше внимание на другой аспект. Вот они гоняются за нами. Вот елки некрасиво, живые елки это плохо, и цветы вот плохо, и все плохо. Нет, не плохо, а просто распрекрасно. Ну давайте вот посмотрим, что такое новогодняя елочка. Вы принесли домой, нарядили, она колется, она пахнет хвоей, ее за ней надо ухаживать, ее надо подливать водичкой. Ну, вполне себе забота, и потом выносить, когда и вымести за ней. Это не то, что так в коробку кинул и пошел. Нет, это ритуал, и он очень радостный. Конечно же, ну не сравнить. В доме настоящая елка или, так скажем, кусок пластика или картонки. И это наше настроение, это особое чувство. Вся семья ждет, когда отец припрет эту елку. Прелесть, конечно, это непередаваемо. Это не пришли в лес и не вырубили каких-то елок. Их высаживают специально для того, чтобы к Новому году они пришли в должное состояние. И заметьте, цветы на 8 марта, их тоже специально высаживают. Их специально высаживают, чтобы они, их выгоняют, чтобы они успели к 8 марта и поступили в продажу, и чтобы вы их купили, принесли и порадовали свои половинки. Чтобы в дом вместе с этими цветами вошел праздник. Речь не идет о том, чтобы мы шли в лес и рубили елку. Этого делать не надо. Это природа. Она там выросла, она выросла там, на своем месте. И вы не имеете права ее срывать с насиженного места. То же самое, как и цветы. Вы не имеете права рвать цветы с клуб, потому что они предназначены, чтобы радовать весь район своей красотой. Пойдите и купите цветы и подарите. И это будет радость для вас, для вашей семьи, для вашего дома. И не слушайте никаких тутбергов. Вот эта елочка и вот эти цветы, они появились в этом мире с одной единственной целью – вырасти красивыми и добраться в тот дом, в который они принесут счастье и радость. И у вас поднимется рука лишить их возможности реализовать свой жизненный план. Потому что иначе бы они просто здесь не появились. Они появились сюда только потому, что они нужны нам в доме и на праздниках. Некупленные цветы отправляются на свалку, на мусор. Не уподобляйтесь тутбергам, не позволяйте умирать бесцельно этим великолепным созданиям. В этом смысл их прихода в этот мир. Они должны прийти, наполнить нас чувствами, пережить это все с нами. И потом уйти с чувством выполненного долга. А в нашей памяти они все равно остаются. Мы же вспоминаем, как мы праздновали Новый год, как у нас была елочка.
елочка, а как радовалась букету цветов ваша возлюбленная. Не лишайте цветы и елки их предназначения в жизни. Всех благ, и пусть ваше предназначение в этой жизни исполнится. И смысл этого видео как раз и был, это вот такое философствование на бытовые темы. Или, если хотите, ответ на вопрос, а нафига нам философия? Вот для чего нам нужна философия, чтобы правильно понимать то, что происходит в жизни, выстраивать правильное к нему отношение. Еще раз всех благ, радости в ваши дома. Ну а на 8 марта я уже не буду повторяться. Этот ролик подходит ко всем праздникам. Так что с праздником вас! Blah, blah, blah. Blah, blah, blah.